прямом эфире МТС Новости, в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. Обязательно голосовать и сделать свой выбор независимо, отдав голос тем, кому есть доверие. С таким призывом к кыргызстанцам сегодня обратился президент Сооронбай Жээнбеков. Он попросил граждан обдумать свой выбор, помня, что этот состав парламента во многом будет определять ход развития страны на ближайшие 5 лет. Обратился глава государства и к партиям-кандидатам. Их президент призвал воспринять итоги голосования и не идти на антизаконные действия по дестабилизации ситуации в стране. Уважаемые соотечественники, 4 октября мы будем избирать депутатов Джогорку Кенеш. Агитационная кампания велась в условиях высокой политической конкуренции. Пришло время, когда голос каждого избирателя будет иметь решающее значение. Качественный состав будущего парламента окажет прямое влияние на развитие нашей страны в ближайшие 5 лет. Поэтому каждый из нас обязательно должен воспользоваться своим правом выбора. Уважаемые лидеры политических партий, кандидаты, для всех были созданы равные условия для проведения агитационной кампании. В любой борьбе обязательно будет победившая и проигравшая сторона. Уверен, что проигравшие не пойдут на поводу своих личных амбиций и не станут провоцировать раскол в обществе, наносить вред миру и стабильности в стране. Уважаемые избиратели, никто не имеет права оказывать давление или навязывать свое мнение. Уверен, что мы проявим политическую проницательность и не ошибемся с выбором, отдав свой голос за тех, кто будет служить не своим интересам, а интересам народа. Количество случаев заражения коронавирусом продолжает увеличиваться, и ситуация в южной части Кыргызстана особенно угрожающая. 215 новых инфицированных за сутки. И снова больше всего в Баткене, Аше и Джалалабаде – 63, 41 и 40 человек соответственно. В столице 17 случаев, в Чуйской области 23. В остальных районах ситуация благополучнее. С каждым днем заполняемость больниц пациентами с ковид и внебольничной пневмонией растет. В стационарах уже более 900 человек, среди медработников 28 заражений. Летальных случаев на сегодня нет. Погибших по-прежнему 1065. Число заразившихся с момента начала пандемии в марте достигло 47 056 человек. 91% из диагностированных выздоровели. Все эти данные сегодня представил на специальном брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев. Он также дал разъяснения относительно алгоритмов действий при прилете граждан из других государств, а также возобновление учебы в школах для детей со 2 по 6 классы. Коронавирус Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, и об этом свидетельствуют цифры как в мире, так и в частности в соседних с нами государствах. В Кыргызстане сейчас мы наблюдаем рост заболеваний в Баткенской области, также и среди медиков. Этому причина массовые скопления и несоблюдения социальной дистанции. На сегодняшний день у всех лиц, прибывающих в Кыргызстан и проходящих госграницу, проверяют температуру тела, и они должны иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Если по каким-то причинам нет справки, они могут сдать ПЦР-тест на границе. Что касается возобновления учебного процесса, Минздравом и Министерством образования разработан сложный алгоритм для возобновления обучения со 2 по 6 классы. Чтобы ребята могли учиться в обычном режиме, много требований к учебному заведению. Важно отметить, что работать смогут только те школы, которые готовы обеспечить все санитарные нормы. Отмечу, что решение вернуть учеников за парты было принято на основании того, что более 100 тысяч детей с 1 сентября начали занятия в школах, и за это время среди учащихся не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом, тем более вспышки вируса. Количество рейсов в Россию пока не увеличится. Этот вопрос решается совместно с российским штабом по борьбе с коронавирусом. И на сегодня российская сторона пока определила возможным вылеты лишь в 1 день в неделю. По ситуации с авиасообщением Кыргызстана с другими странами сегодня дал разъяснение представитель агентства гражданской авиации Карим Усманов. По его словам, перелеты в Москву начались еще 24 сентября, однако только 2 авиакомпаниями. Российские санэпидемиологи мониторят ситуацию с коронавирусом в Кыргызстане. И как только они сочтут, что она у нас благополучная, увеличат количество рейсов. Кроме регулярных в Москву, самолеты периодически летают и в другие российские города – Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Иркутск, Сургут и Краснодар. Но места на них предоставляются преимущественно дипломатам, официальным делегациям и кыргызстанцам, члены семей которых имеют гражданство России.
Относительно студентов, которые не могут вылететь на учебу в российские вузы, рассматривается вопрос об организации чартерного рейса. На сегодня самолеты летают в Алмату и Ташкент по 2 раза в неделю. Действуют 3 рейса в Дубай и аж 16 в Стамбул 3 авиакомпаниями. В Волжской области задержали агитатора одной из политических партий, баллотирующихся в парламент. Мужчину подозревают в подкупе избирателей. По данным правоохранителей, установлено, что он передал жителю Нариманского аильного округа Карасуйского района 5 конвертов, где было 313 тысяч сомов. О том, что представители политпартии раздают деньги жителям Карасуйского района, милиции сообщил мужчина. Он позвонил в отделение, и по этому факту сразу была направлена опергруппа. Проведя расследование на месте, и установили факт подкупа, на основании которого уже идет досудебное производство. Украл деньги вместе с сейфом. Милиция задержала грабителя, который со своими подельниками 11 сентября обворовал дом бишкекчанина. Группа злоумышленников проникла в дом и, забрав 10 тысяч сомов из машины, прихватила с собой сейф, в котором хранилось 6 тысяч долларов. Пострадавшие обратились в милицию, заявив, что общая сумма украденного составила более полумиллиона сомов. Оперативники провели следственные мероприятия и вышли на след одного из предполагаемых грабителей. Накануне милиция задержала парня 1991 года рождения. Во время судебного слушания по избранию меры пресечения арестованный сообщил, где выбросил сейф. Сотрудники службы криминальной милиции УВД Октябрьского района вышли на след одного из предполагаемых преступников. Октябрьским районным судом города Бишкек в отношении подозреваемого ЖС избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО номер 1 города Бишкек сроком на 2 месяца. В ходе дальнейшего расследования в рамках настоящего досудебного производства при проведении специальных следственных действий подозреваемый ЖС указал, куда был выброшен украденный сейф. В данное время продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений. Еще одну воровскую банду задержали накануне. Эта группа молодых людей специализировалась на машинных кражах. Вскрывая авто, они забирали оттуда имеющиеся ценные вещи, оставленные в салонах сумки и телефоны. По данным МВД, злоумышленников получилось вычислить с помощью камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как они обокрали автомобиль Toyota Camry. Пострадавший обратился в милицию и приложил запись. Установлено, что эти же воры месяцем ранее, разбив стекло Мерседеса, украли сумку, в которой было 500 долларов и 3000 сомов. Правоохранителям удалось установить личности грабителей, а после выследить и задержать их. В момент ареста все подозреваемые были под воздействием наркотиков. В съемной квартире, где банда обитала, милиционеры обнаружили более 4 килограммов наркотического вещества растительного происхождения. Очередное задержание и, как сообщается, за взятку. В информационном пространстве появилось видео якобы ареста сотрудника Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. Некоторые СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах отмечают, что арест проводили работники Госкомитета национальной безопасности. Возможно, речь идет о старшем оперуполномоченном финполиции. В самой службе пока разъяснений не дали, отвечают, что проверяют информацию. В МВД признали, что наезд на маму певицы Юлии Рудской совершил милиционер. О дорожном происшествии сообщила сама исполнительница на своей странице в Инстаграм. По ее словам, наезд случился накануне днем возле дома ее мамы. Женщину сбила служебная милицейская машина марки Nissan. Как рассказала сама Юлия Рудская, ее маму забрала скорая. Врачи диагностировали сотрясение мозга, множественные ушибы, раздробленные переломы и гематомы. В милиции подтвердили, что за рулем служебного авто был сотрудник. По информации правоохранителей, он пытался сдать назад, двигаясь по улице Усенбаева, и, не заметив, наехал на 70-летнюю женщину. Как отметили в пресс-службе, сотрудник милиции, виновный в ДТП, не отказывается от своей вины. Он готов в полном объеме возместить материальный ущерб, причиненный в результате автонаезда. Машину водворили на штрафстоянку, а факт наезда зарегистрировали в ЕРПП. К ученикам, которые уже в ближайший вторник вернутся в школы, к обычному режиму обучения не будет требований по форме одежды. Об этом сообщили в Министерстве образования. В ведомстве отметили, что прежде всего дети должны быть обеспечены канцелярскими принадлежностями, а внешний вид должен быть опрятным, в классическом стиле, белый верх, темный низ. Как говорят в Министерстве, ситуация из-за пандемии в стране всем известна. Финансовое положение у многих семей остается сложным. Поэтому требования к единой форме в этом году отменены.
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп заразились коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Твиттере. Лидер Соединенных Штатов после заявления о положительных тестах на ковид у него и его супруги добавил, что они немедленно уходят на карантин и начинают восстановление. Напомним, в предыдущем своем сообщении Трамп написал, что у его советницы Хоуп Хикс выявили коронавирус. Она сопровождала президента во время поездок на дебаты 29 сентября и на митинг в Миннесоте, который прошел 30 сентября. Как только об этом стало известно, он сразу же самоизолировался вместе с первой леди. И на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. Увидимся.